наша планета Земля. Она свидетельница преобразования человека труда. Труда радостного, труда творческого, созидательного. Многие поколения, населявшие нашу страну, мечтали о счастливом свободном обществе. Обществе равноправного человека, свободного от эксплуатации человека человеком. Рождение нового социалистического общества на планете стало важнейшим этапом небывалых преобразований в мире. Историческая победа Великой Октябрьской социалистической революции сыграла большую роль и знаменательный поворот судьбы всех народов нашей многонациональной Родины. Она принесла подлинное возрождение народам национальных окраин. Революция спасла от угрозы полного физического уничтожения, предоставила до этого невиданные возможности на пути расцвета каждой нации и народности в отдельности, указав им самостоятельный путь развития. Впервые в своей многовековой истории таджикский народ приобрел свою государственность, республику, став полноправным членом в братской семье народов СССР. Сегодня таджикенцы, как и весь советский народ, уверенной поступью активно участвуют в строительстве нового социалистического общества, уверенно ступая по обновленной земле. Неповторимой красоты. Страна древних уникальных памятников архитектуры, история которых уходит далеко в глубину веков, легенд, столетий. И сегодня мы бережно изучаем то культурное и многовековое наследие наших предков, истоки нашей древней истории. Хочется побывать здесь самому, прикоснуться к уникальным памятникам многовековой истории древности, часть из которых находится в Пенджикенском районе Таджикской ССР. Этот уголок Зерошанской долины был одним из очагов древней цивилизации, форпостом на караванном пути между странами Ближнего Востока и городами Средней Азии. Одним из них, к западу от современного Пенджикента, на территории кишлака Саразм, было открыто протоградское поселение. Раскопки, проведенные на территории Саразма, подтверждают, что еще более 50 веков назад население здесь занималось земледелием, скотоводством и другими ремеслами. С открытием раскопок Саразмского поселения стало ясно, что появление таких городов, как Самарканд, Бухара, Пенджикент, имели глубокие исторические предпосылки. Прошли годы, и в Зерошанскую долину пришли новые исторические преобразования.
результат новых исторических дел, обновлений. Перед архитекторами города стали новые исторические задачи преобразования родного края. Предстояло сохранить уже существующую архитектуру, обновив и сохранив своеобразие и национальный колорит города, древнюю столицу Солды. Строились новые дома, улицы, площади, проспекты, микрорайоны. Современное градостроение требует сегодня не только индивидуального подхода к каждому строящемуся объекту, но в целом к архитектурному комплексному решению их застройки. И это по плечу современным строителям Пинчикента. Будь то многоэтажные дома городского типа или современные жилые поселки, дома индивидуального пользования, здесь все делается на благо человека. Большое внимание в сфере городского хозяйства уделяется бытовому обслуживанию населения. Действует новый автовокзал, связавший жителей отдаленных кишлачных поселков с центром города. Символ прошедшим поколениям, продолжая славные героические и трудовые традиции на древней таджикской земле, в Зеравшанской долине встал современный Пинчикент. Город-символ, город-легенда, город-труженик. Слово кандидата философских наук Нарзулло Баймуратов. История Пинчикента уходит далеко вглубь веков. Не было бы современного Пинчикента, если мы не знали бы свою прошлую историю. Существует древний Пинчикент, существует старый Пинчикент и современный Пинчикент. Республиканский историко-краеведческий музей имени Абу Абдулло Рутаки открыт в 1958 году в ознаменовании 1100-летия основоположника таджикско-персидской литературы Абу Абдулло Рутаки. Музей имеет 7 экспозиционных залов, в которых рассказывается об истории, военных и революционных событиях, природе, лучших людях района. Музей – гордость пинчикенцев. Ежегодно его посещают сотни советских туристов и гостей из-за рубежа. Здесь ведется большая научная работа. Основные фонды музея составляют предметы, найденные во время раскопок одного из городов древнего сагдийского государства, расположенного на территории современного Пинчикента. Совместная археологическая комплексная экспедиция ученых из Соединенных Штатов Америки, Франции и Советского Союза. В результате проведенных работ было найдено
более 3000 предметов, шедевров монументальной живописи, которые сегодня украшают экспозицию отдела археологии Эрмитажа, возрождая древнюю культуру народа сагдийцев, рассказывая об истории таджикского народа, о его традициях, обычаях, материальных ценностях, созданных творческим гением народных масс прошедших веков, столетий, в эпоху камня и бронзы. Большая плодотворная работа, проводимая музеем, его научными отделами, дает свои зримые результаты. В Ленинграде, в музее Эрмитаж, открыта экспозиция из найденных в Пиджикенте экспонатов, ценность и уникальность которых невозможно сегодня определить. Слово доктору исторических наук, заведующему кафедрой Ленинградского Эрмитажа Маршаку. В древности долина Заравшана принадлежала Сугду, стране, занимавшей центральную часть Средней Азии. Жил здесь народ сагдийцы. Пинджикент был одним из центров этого султана. Под своим именем Пинджикент известен в источниках уже с 8 века. То городище, которое мы раскапываем здесь, Пинджикент занимал с 5 по 8 век нашей эры. Это самый лучший, классический памятник сагдийской культуры. Недаром его называют среднеазиатским Помпеей. Сагдийские торговцы преобладали на Великом Шелковом пути, который протянулся от берегов Средиземного моря до Японии. По-видимому, какое-то отношение к этому шелковому пути имел и древний Пинджикент. Современники не всегда бывает правильно оценивают современность. И только потомки по прошедшей времени смогут правильно дать оценку минувшему. Есть музей и зал революционной истории долины Заравшан. Здесь собраны материалы о революционном движении, биографии и личные вещи участников борьбы за советскую власть, фотографии людей, чьи имена вошли в героическую летопись борьбы с басмачеством. И первым из них был Имомов Чинор, ответственный секретарь Оргбюро Коммунистической партии Таджикистана. Азизова Патти, первая женщина-милиционер в долине Заравшан. Надо было обладать невероятной смелостью и решимостью, чтобы в эти героические годы женщина сбросила паранджу. И первой это сделала Атабаева Она, активная участница строительства социализма в Заравшанской долине. Сегодня составляют золотой фонд городской партийной организации.
Это они были авангардом невеликих событий на заре советской власти. Слово ветерану партии, коммунисту Исмаилу Хамдамову. Благодаря Октябрьскому революцию, братские помощь русского народа и всего советского народа нашей республики Таджикистане, а также в том числе наши город Пенчикен, тогда назвали район. Вот в 30-х годах были вот такой улицы кровавые и сами оставили. Да, героическое было время. Декрет о земле, акт на вечное пользование землей, союзный договор. Все это были ростки нового социалистического государства, новой Таджикской республики. Оценивая события тех героических лет, Владимир Ильич Ленин писал: «Мы подняли к свободе и самостоятельной жизни самые низкие из угнетенных царизмом и буржуазией слои трудящихся масс. Ввели и упрочили Советскую Республику, новый тип государства, установили диктатуру пролетариата». Сегодня в условиях гласности и демократии советский человек – хозяин своей страны. Никто, кроме народа, не может воспользоваться результатами его общественного труда. Хорошо знают в Пенчикенском районе бригадира комплексной бригады колхоза имени Карла Маркса, кавалера орденов Ленина, Октябрьской революции, трудового Красного Знамени Худжева Садулло. Рис, выращенный его бригадой, считается одним из лучших рисов для плова Средней Азии. Водского района является хорошим стимулом и для создания перерабатывающей промышленности в городе. Маленькие частные лавочки и несколько мастерских по обработке риса составляли дореволюционную промышленность города. Сейчас в городе работают 9 промышленных предприятий. Одно из них – хлебоприемное. Здесь вплотную сошлись интересы колхозников и горожан. На предприятии вырабатывается не только мука, но и очищается рис. С созданием промышленности формировался и креп рабочий класс в районе, что сыграло огромную роль в расширении и укреплении партийной организации. Коммунисты на промышленных предприятиях стали авангардом рабочего класса, зачинателями всего нового, передового. Так, коммунисты консервного завода и овощеводческого совхоза имени Феликса Дзержинского, шагая в ногу со временем, создали агропромышленный комплекс по производству овощных и фруктовых консервов, что, несомненно, дало большой экономический эффект и увеличило производство консервируемой продукции до 25 миллионов банок в год. Продукцию пенчикенцев знают не только в Сибири, но и в Казахстане. Каждый прожитый год вписывает яркую страницу в книгу, повествующую о героическом труде тружеников Зарашанской долины, уверенно идущих по обновленной земле. В 1934 году, на заре советской власти, был построен молочный завод. Его мощности тогда определялись переработкой 4000 литров.
решение Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета министров, Пиджикенский городской комитет Коммунистической партии Таджикистана совместно с городским советом народных депутатов разработали конкретную действенную программу по замене устаревшего оборудования на более мощное, более производительное, разместив его на тех же производственных площадях. В результате завод перерабатывает до 40 тонн молока, а ассортимент выпускаемой продукции расширен до 15 наименований. Созданием новых мощностей стало возможным увеличить и переработку мяса до 10 тонн. Сегодня на мясомолочном комбинате трудится около 150 человек. В основном это молодежь. Средний возраст работающих до 30 лет. Только от проведенных мероприятий на мясомолочном комбинате прибыль составила около 250 тысяч рублей. А выпуск мясной продукции насчитывает сегодня 26 наименований. С участием отраслевого института «Агропромпроект» и городской санэпидемстанции разрабатываются и внедряются новые высокорентабельные виды продукции. В тот день, когда на правом берегу Зеравшана будет построен новый, мощный мясомолочный перерабатывающий комбинат. Большим преимуществом социализма, источником его могучих сил и энергии, является то, что труд рождает творческую активность, инициативу и трудовой энтузиазм масс. Продолжая поиски в осуществлении продовольственной программы, в городе создана и успешно развивается новая отрасль промышленного производства, как разведение рыбы в искусственных водоемах, построенных рядом с бурным Зеравшаном. Созданный рыбкомбинат уже сегодня производит более 160 тонн рыбы в год. А это хорошая прибавка к столу горожан. Бабакулов Кудайкулов. Один из ветеранов сельскохозяйственной артели имени газеты «Правда». Многие годы отдал он выращиванию табака. Его опыт – это большой жизненный путь. Перестройка агропромышленного комплекса, предусмотренная мартовским 1989 года пленумом ЦК КПСС, уже действует в Пиджикенском районе. Колхозникам-табаководам выделены земельные участки. Действуют табаководческие хозрасчетные бригады. Выращенная продукция сдается на местный табачно-ферментационный завод, одно из передовых предприятий своей отрасли. На предприятии трудится дружный и сплоченный трудовой коллектив. Оно оснащено современным технологическим оборудованием. Здесь проходит первоначальную обработку 70% всего табачного листа, выращенного в республике. Предприятие неоднократный победитель во всесоюзном социалистическом соревновании. Награждено почетными красными знаменами, грамотами ЦК КПСС и Совета министров СССР.
река, которая берет свое начало в ледниках Туркестанского и Зеракшанского хребтов, лежащих на высоте около 5600 метров над уровнем моря. Скорость ее потока порой достигает 3,8 кубометров в секунду. Стремительно она порой становится причиной многих стихийных бедствий, смывая все на своем пути. Ущерб, причиненный рекой, оценивается в десятки тысяч рублей. И здесь главная задача – вовремя проследить и укротить вред. Большим и радостным событием для пиджакенцев стало открытие моста через реку, надежно связавшего оба берега. Торжественно открыл его председатель городского совета народных депутатов Джабаров Абусаттар Джабарович. Это радостное событие вылилось в настоящий праздник. Стал символом братства и сплоченности народов 22 национальностей, проживающих в Зеракшанской долине. В условиях Средней Азии вода всегда была источником жизни, земледелия и плодородия. Ею в древние времена измерялись мощь и могущество государства. Сегодня Зеракшанскую долину покрывают сеть ирригационных каналов и арыков. Все это способствует повышению плодородия земель. На поливных землях сегодня выращивается около 80% всей сельскохозяйственной продукции района. А профессия поливальщика уходит в седую глубину веков. Претворяя в жизнь аграрную политику ЦК КПСС и Совета министров СССР, в районе созданы и успешно развиваются 11 колхозов и 8 совхозов, специализирующихся на выпуске разнообразной сельскохозяйственной продукции. Созданные на заре советской власти в 1929 году как сельскохозяйственные кооперативы, они сегодня выросли в мощные, оснащенные хорошей современной агротехникой хозяйства, укомплектованы специалистами с высшим сельскохозяйственным образованием. Доходы от реализации производимой ими продукции составили только за прошедший год в целом по району более 60 миллионов рублей. Возьмем, к примеру, колхоз «Ленинград». Это крупное многоотраслевое хозяйство, имеющее 4200 гектаров пашни. В колхозе работают 104 специалиста сельского хозяйства, агрономы, зоотехники, инженеры. Доход хозяйства составил за прошедший год более 7 миллионов рублей.
своего рода поиск лучшей жизни на земле, в борьбе за справедливый общественный строй. Создано и успешно действует межхозяйственное хозрасчетное предприятие по откорму крупного рогатого скота. Созданное на средства колхозов и совхозов, оно призвано сыграть важную роль в деле претворения продовольственной программы в жизнь. Здесь есть все для успешной работы предприятия. Создана хорошая материальная база. Объединение имеет свою сельскохозяйственную технику, главных специалистов, земли для выращивания и переработки кормовых культур. И результаты говорят сами за себя. Только за прошедшую пятилетку сдано государству более 2000 тонн мяса. По результатам межхозяйственной деятельности предприятию присуждено переходящее красное знамя городского комитета Коммунистической партии Таджикистана и городского совета народных депутатов. Его вручил заместитель председателя горисполкома, председатель агропрома района Саттаров Тучи Саттарович. Красного знамени коллективу предприятия – это заслуженная оценка его труда в условиях межхозяйственной деятельности, кооперации. Что может быть лучшим для земледельца, чем обновление любимого с детства края? С прошествием времени увидеть плоды и результаты своего труда. Здесь, на богатых землях, предгорьях Зеравшана, специализированных совхозах Маргидар, Новоабад, созданы плантации садов и виноградников. Под горным солнцем созревают здесь айва, груши, персики, яблоки, а также более 8 сортов столового винограда отличного вкуса и качества. Здесь, как нигде зримо, видны результаты межхозяйственной кооперации и интенсификации межхозяйственного производства, ростки нового, передового. Ежегодно колхозы и совхозы района производят более 30 тысяч тонн разнообразной фруктовой продукции, которая поставляется в северные районы нашей страны. Часть производимой продукции идет на переработку. Для этих целей построен межколхозный перерабатывающий завод. Здесь, как
модернизации, интенсификации межхозяйственного производства, ростки нового, передового. Продукцию завода знают и высоко ценят не только в республике, но и за ее пределами. Стало уже доброй традицией после уборочной страды подводить итоги социалистического соревнования за истекший сельскохозяйственный год среди районов двух братских республик. Хлебом и солью встречают пиджикенцы дорогих гостей на границе двух союзных республик – Узбекистана и Таджикистана. Здесь есть что показать и посмотреть представителям союзных республик. В городском совете народных депутатов гостей тепло приветствовал первый секретарь Пиджикенского городского комитета Компартии Таджикистана Джаламеддин Хамидович Камилов. Он рассказал о перспективах развития района, событиях и делах районной партийной организации, исполкома народных депутатов, путях и делах перестройки в районе. Основоположник таджикской персидской литературы Абу Абдулло Рудаки еще в IX веке писал: «Нет в этом мире радости прекраснее на свете, чем лицезрение близких и друзей». Родившись на Зарafшанской земле, в кишлаке Панджрут, 5 ручьев, он стал трибуном своего времени. Основоположник таджикской советской классической литературы Садриддин Анни, по рассказам местных писателей, нашел в окрестностях кишлака могилу великого Рудаки. А ленинградский антрополог профессор Герасимов по останкам восстановил его облик. В 1958 году, в связи со 1000-столетием поэта, на родине торжественно открыт величественный мавзолей, где покоятся останки поэта, ученого, мыслителя. Участники встречи, отдавая дань глубокого уважения, посетили кишлак и возложили цветы на могилу поэта. И сегодня, следуя традициям великого поэта, пиджикенцы открывают свои сердца. Все, что есть нового, передового, все, что достигнуто, будет представлено гостям. Ростки нового, передового в районе не случайность. Это закономерность. Человек, став на заре советской власти полноправным хозяином своей жизни, здесь, в долине Зарafшан, идет по пути созидания и прогресса. Хорошей традицией стало проведение праздника, получившего название «Праздник нашей улицы», когда в особо торжественных случаях жители улицы собираются вместе, чтобы отметить юбилей, вместе решить наболевшие проблемы. Заключительные торжества прошли на центральном стадионе города. Здесь собралось около 10 000 горожан.
Они пришли сюда, чтобы выразить свою братскую солидарность с членами прибывших делегаций. Чувство преданности и интернационализма, признательности дорогим гостям. Благодатна и щедра Бельджикенская земля не только своим промышленным и сельскохозяйственным развитием. Она также является источником вдохновения, творческого поиска многих ученых, исследователей, литераторов. Здесь частые гости писатели республики Луи Шарали, Сорбон и многие другие. Продолжая многовековые традиции национальной литературы, они достойные преемники Абу Абдулло Рудаки, Садреддина Альи, Мирзо Турсунзаде. Гости посетили ряд учреждений и организаций района, где познакомились с их деятельностью. Древняя Сагдийская земля. Сюда манит она не только ученых, историков, писателей, но и путешественников, туристов, искателей со всех огромных просторов не только нашей страны, но и из-за рубежа. Сюда приезжают они, чтобы своими руками прикоснуться к истокам древних, прошедших цивилизаций. К их услугам новый гостиничный комплекс «Сагдиан», рассчитанный на 160 человек. Комфорт. Традиционное таджикское гостеприимство ожидает здесь путешественника. Тут всегда рады гостям. Восточный базар. Кто может сравниться с его колоритом, разнообразием, разноцветием красок? Здесь и вышитые бисером и золотой нитью различные предметы украшений для женщин, изделия домашнего и хозяйственного обихода из стали и железа, изготовленные местными мастерами-ремесленниками. А каков выбор сельскохозяйственной продукции? На прилавках арбузы, виноград, дынь, гранаты. Всего не перечислить. Выращенные в горных долинах, они сочны, ароматны, душисты и сладкие. Для туристов и путешественников это край блаженства и первозданной природы. Здесь познают они все богатство щедрот Бельджикенской земли. Вкусна и разнообразна таджикская национальная кухня. Кулинарное искусство таджикского народа формировалось в течение многих столетий. Несмотря на некоторое сходство и похожесть названий блюд с другими национальными кухнями народов Средней Азии, она имеет свои специфические особенности, своеобразную, только ей присущую технологию приготовления пищи. Наиболее характерной особенностью ее является использование в большом количестве парных мясных продуктов, а также риса, картофеля, моркови, помидор, изюма с обилием зелени.
Овощи, выращенные в условиях горной Зерошанской долины, придают блюдам свежесть горной реки, огонь знойного солнца. Они вкусны и питательны. Самые любимые и изысканные из них – это таджикский плов, шашлык, самбуса, ручной латман, манты. Все эти изысканные блюда вы можете приготовить сами в чайхане Зеравшан или заказать у чайханщиков. С древних времен чайхана, дом для чая, было вторым местом после мечети, где собирались ремесленники и горожане, дыхкане и поливальщики. Как и в прежние времена, чайхана в Средней Азии и сегодня является самым посещаемым местом. Отделанные национальным орнаментом, лучшими художниками пустот, они красочны и приятно радуют глаз. Из поколения в поколение передают секреты росписи мастера живописи, истоки своего ремесла, искусства. Здесь, в тени, на причудливо отделанных айванах, можно побеседовать с соседом, поговорить о последних новостях района, города, семьи. А сегодняшние новости радуют жителей района. Благородный почин в последние годы родился на Пеншикенской земле. Колхозники-дыхкане передают безвозмездно Кишлачным советом народных депутатов заработанные в течение многих лет денежные суммы на строительство чайханы в родном Кишлаке. Как это сделал в колхозе «Правда» Салман Халиков, и его почин поддержали многие жители других хозяйств района. Выстроенные на трудовые сбережения односельчан, они стали незримыми памятниками доброты и беспримерной любви к своей социалистической родине. Ростки нового передового, они яркое проявление сознательности и личного участия жителей района в строительстве нового социалистического общества. Большое внимание за последние годы уделяют в районе профилактическому и диспансерному медицинскому обслуживанию населения непосредственно в кишлаках. Для этих целей созданы и успешно действуют фельдшерские пункты. Много живописных мест в окрестностях города. Одно из них – каскад горных Мергузорских озер, названные в народе «Семь красавиц». Они само совершенство. Водная гладь их настолько чиста и прозрачна, что видно дно на несколько десятков метров. А воды переливаются всеми цветами радуги. Особенно прекрасно озеро Нижгом. И лишь только спадает полуденный зной, и солнце катится к закату, собираются на его берегах девушки и юноши, и начинается задорное веселье. Show me
tardi, vado y ancora aquí, che buona tardi, Margorì. Выполняя решение Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета министров СССР об обеспечении каждой советской семьи к 2000 году отдельной благоустроенной квартиры, городской комитет Компартии Таджикистана совместно с городским советом народных депутатов прилагают все усилия для реализации этой комплексной программы. Для этих целей в городе создано и успешно действует 9 строительно-монтажных организаций с общим объемом выполняемых работ на сумму более 26 миллионов рублей. Это строительство таких объектов, как больницы, магазины, школы. Ускоренными темпами ведется жилищное строительство. Сегодня профессия строитель – одна из самых почетных на земле. От его профессиональных навыков, мастерства, знаний зависит и качество выполняемых работ. В условиях перестройки и гласности на них возлагаются большие надежды в деле коренных преобразований строительной индустрии. В нескольких километрах от Печкента строится новый город, город-спутник, город молодежи с ласковым названием Согдиана. В Таджикистане, где более 90% территории составляют горы, развитие промышленности на базе природных ресурсов – одна из главных задач. Взаимопомощи наших народов является и строительство таджикского горно-рудного комбината в Пичкентском районе, первая очередь которого будет пущена в ближайшие годы. Здесь будет трудиться 1500 коллектив рабочих и специалистов. Один из самых отсталых районов страны, советский Таджикистан, по многим показателям в области промышленности и экономики не только догнал, но и перегнал многие страны Востока и Запада. Последние годы в Пичкенте, в канун всенародного праздника Дня Победы, собираться вместе на берегу Комсомольского озера, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, выполнявшим свой воинский долг на многострадальной земле Афганистана. Им есть что вспомнить, рассказать друг другу,
вспомнить не вернувшихся однополчан. Грозные годы Великой Отечественной войны на защиту социалистической родины из Педжикента ушли 4400 Великой Отечественной. Из ушедших в ряды советской армии 160 юношей не вернулись в Педжикент 6, отдав свои молодые жизни в борьбе за дело афганской революции. О таких людях писатель-трибун Николай Островский писал: «Самое дорогое у человека – это жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Правильно выбрать свой жизненный путь, определить свою жизненную позицию помогают ветераны, наставники молодежи. Они непосредственные участники многих свершений и преобразований в районе. Живая история и пример для грядущих поколений. Дни торжественных городских церемоний, проводимых Педжикентским городским комитетом Ленинского коммунистического союза молодежи Таджикистана, почетные гости подрастающего поколения, ветераны Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты. У вечного огня могил павших героев, борцов за советскую родину, повязывают они галстуки и вручают комсомольские билеты молодой поросли, продолжателям их новых дел и свершений Зерошанской долины. Здесь молодое поколение дает клятву верности коммунистической партии и советскому народу. Клянутся, что каждый день будет нести людям всей земли только радость, и над голубой планетой Земля будут реять лишь песни растущих хлебов, строящихся городов, звонкоголосых детей и дружных счастливых людей. Забота о подрастающем поколении стала не только заботой социалистического государства. Она стала неотъемлемой частью каждого труженика района. Каникул в районе действуют пионерские загородные лагеря, в которых отдыхают более 5000 пионеров и школьников. И многим мальчишкам и девчонкам. Здесь есть все, чтобы найти себе дело по душе, по призванию. К твоим услугам разнообразные кружки технического творчества. Ну а кто по тем или иным причинам не смог выехать в загородные пионерские лагеря и остался в Педжикенте, для них созданы и успешно действует станция юных техников, геологов. Разнообразию выбора по интересам могут позавидовать мальчишки и девчонки некоторых областных центров. Спортивное ориентирование, охота на лис, космическое моделирование,
объединили сегодня около 500 маленьких горожан. Любимым местом отдыха горожан стал городской парк культуры и отдыха, расположенный на берегу Зеравшана. Аттракционы, карусели, катание на водных велосипедах привлекают сюда детей и взрослых. В прошлом отсталая окраина царской России Бейджикент, как и весь Таджикистан, был краем беспросветной темноты, невежества, безграмотности. В одном из своих произведений Садриддин Айни писал: в Пакистане не были столь редки, как плодовые деревья в солнечной пустыне. Сегодня в районе на 10 тысяч жителей приходится более 2000 учащихся, а в школах города работает более 3000 преподавателей. За последние годы после принятия постановления о реформе общеобразовательной и профессиональной школы резко возрос и уровень преподавания. Появилось много наглядных пособий, повысился интерес учащихся. За счет средств колхозов и совхозов построены 3 общеобразовательные школы. Так, школа, построенная в колхозе «Правда», расположенном высоко в горах, строилась методом народной стройки. Здесь трудились вместе со строителями, преподаватели, рабочие колхоза, отцы и деды учеников и внуков. Тем радостней и приятней будет учиться в ней. Надолго останутся в памяти учеников школьные годы. Годы становления своей политической зрелости. Большое внимание в деле обучения юношей листов сельского хозяйства широкого профиля по специальностям тракторист-машинист, электромонтер, строитель. В хорошо оборудованных учебных классах учатся они своему профессиональному мастерству. Навык самостоятельную жизнь, уверенной поступью идти по зову своего времени к истокам своего труда. Большое внимание в учебных заведениях района уделяется урокам физического воспитания. В Бейджикентском педагогическом училище этому уделяют особое внимание. Студенты, будущие преподаватели, проходят здесь школу выносливости, смелости и закалки. Весь свой опыт, знания передает им кандидат в мастера спорта, преподаватель уроков физической культуры Камилов Намет. Бейджикентское педагогическое училище открыто в 1930 году. За годы своего существования оно подготовило свыше 10 тысяч выпускников, носящих гордое звание «Учитель» Домло. Его выпускники трудятся сегодня не только в республике, но и за ее пределами. Их знают в Узбекистане, Киргизии, Российской Федерации. Здесь трудится сплоченный преподавательский коллектив. Обучаются представители более 20 национальностей. Это поистине кузница учительских кадров республики, которой скоро исполнится 60 лет. Да, много славных дел и свершений произошло за эти годы. Годы становления промышленности и сельского хозяйства, утверждения личности и гласности. Но
но предстоит еще больше. Пройдут годы, и потомки в веках будут славить героизм и дела сегодняшнего поколения советских людей, их целеустремленность в борьбе за утверждение коммунистических идеалов на земле. По зову времени живут и трудятся сегодня труженики Пенджикенского района. Района высокой культуры, промышленности и земледелия, чей труд вливается в труд трудящихся орденоносной Ленинабадской области. Пенджикенцы, идите вперед, в ногу со временем, с эпохой. Деды, отцы и братья ваши начали песню революции. Вы же идите к истокам своей песни и, найдя ее, поднимите над землей, как флаги, песни революции своей. Будьте правофланговыми своего времени, уверенно идущими по обновленной земле.